Чем больше сила, тем больше ответственность. Спайдермен спасает Сыктывкар, и это уже не сказка. Человек-паук убирает от мусора скверы, пустыри и водоемы. За одну такую вылазку супергерой собирает десятки мешков. С современным Питером Паркером познакомилась Виктория Денисова. Склон по реке Тентюковской в Сыктывкаре. Смотришь вдаль, прямо по курсу река и лес, будто с холста. Пейзаж омрачает одно – свалка. Бутылки, пакеты, тряпки. Отходом нет числа. Решить незадачу поспешил эко-человек-паук. Один мешок за другим он доверху набивает мусором. Всему когда-то приходит конец. И этой свалке тоже придет. Супергерой начинает десанты весной, как все растает, и так до поздней осени. Стратегию борьбы со злосчастным мусором эко-паучок тщательно прорабатывает, ищет точки, составляет дорожную карту и только потом в бой. А сколько было вот самое большее, что собрали? Сколько мешков? В этом сезоне 300 мешков. Между тем, в жизни я, говорит, обычный продавец. С детства любил природу, мечтал стать экологом. Вырос, поступил в Сыктывкарский университет. Получил 2 высших по своему профилю, что помогает в борьбе за чистоту. Молодой человек много знает о мусоре и еще больше о привычках людей. Так и выслеживает свалки. Ходит в экодесанты каждые выходные. Ну а в свободное время – книги, туризм, спорт. Потихоньку, полегоньку, шаг за шагом, одно место за другим. Медленно, но верно приближаясь к главной цели, сделать наш город чище, благополучнее, комфортнее. Я такой не один, признается Человек-паук. В соцсетях есть общий чат. В нем борцы за чистоту со всей России, 97 человек. Там и Гриб Грибыч из Санкт-Петербурга, его хобби – лесные уборки. Чистомены из Крыма, Вологды, Кирова, Челябинска. К слову, именно по примеру последнего сыктывкарский супергерой начал носить маску. С нашей страной творится что-то неладное. Как это случилось? По чьей вине? Безусловно, одни причастны к этому более, чем другие, и с них в свое время спросится, но все же признаем правду. Если вы хотите увидеть виновника, достаточно просто посмотреть в зеркало. На вопрос, почему именно Человек-паук, герой отвечает: друзья так прозвали. За ловкость. Да и костюм подходящий на чердаке нашелся. По примеру Чистомена, сыктывкарский Человек-паук создал и группу ВКонтакте. Сотни людей со всей республики следят за его эко-подвигами. Они же и помогают. Кто пакетами и перчатками, кто словом добрым, а кто делом. Друзья помогают и вывозить мусор. Пластик, стекло, металл, смешанные отходы. Эко-паучок тщательно сортирует находки. Для каждого вида свой мешок. Что-то отправляют на переработку, что-то на полигон. Обычный улов по меркам паука от 40 до 80 мешков. Не сорите на природе. По вот этому участку можно понять, как сильно сказывается безлаберность, лень и равнодушие человека. Берегите природу. Нелегкая эта работа – таскать канаты из болота. Только за минувшие выходные герой побывал в 3 точках столицы, почистил склон на Тентюковской, провел рейд близ Ласточкиного гнезда, после пруд по улице Карткиросская. Впереди новые десанты, а вместе с ними и новые эко-подвиги. Виктория Денисова, Николай Постников, телеканал Юрган, Сыктывкар.